Ассаламу алейкум. Это информационная программа «Неделя» и я ее ведущий Ислам Ишов. И вот о чем расскажем вам сегодня. Поддержка семей с детьми и участников СВО, международные отношения и рост цен на продовольствие. Президент России ответил на вопросы в ходе ежегодной прямой линии. Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами. Выборы главы региона в следующем году, атака дронов и стоит ли опасаться родителям призывников отправки юношей в зону СВО. Рамзан Хаджикадыров дал исчерпывающие ответы на самые острые вопросы журналистов и жителей республики. Новая святыня на 2000 человек открылась в селении Мехкиты. Мечеть будет носить имя Юсупа Хаджи, мюрида шейха Эласхани, да будет возвышена его святость. يركب درجي أحمد علي يقيح رمزان عش بزن صباح والبلغت أحمد صار يرشد فوندسة دقته الله الحمد لله. В пятницу состоялась прямая линия Владимира Путина. Глава государства отвечал на вопросы журналистов и жителей страны. В начале встречи президент затронул тему специальной военной операции, подтвердив готовность России к переговорам на базе его тезисов, изложенных в МИД в 2024 году. Путин также отметил, что стратегическая инициатива находится на стороне вооруженных сил России, которые продолжают наступление по всем направлениям. Единственное, что я хочу сказать, мы тоже всегда об этом говорили, мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису. В ходе прямой линии, отвечая на вопрос журналиста о создании семьи, Владимир Путин призвал брать пример с регионов Северного Кавказа, где распространены традиции ранних браков. В качестве примера он привел семью главы Чеченской Республики Рамзана Хаджикадырова. На Кавказе, у народов Кавказа есть очень хорошая такая традиция. Они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте. И это реально правильно. Вот, надо бы брать с них пример. Вот, почему знаю, у Рамзана Кадырова большая семья, много детей, и выходит замуж и женится довольно в раннем возрасте. Вот он мне сказал, у нас, говорит, традиция такая в целом на Кавказе, это очень здорово. Подводя итоги уходящего года, президент остановился на ключевых социально-экономических вопросах. По его словам, несмотря на внешнее давление, российская экономика демонстрирует устойчивый рост. Прямая линия продлилась почти 4,5 часа. В ходе встречи Владимир Путин ответил на вопросы, касающиеся экономики, социальной политики, специальной военной операции, международных отношений, инфляции, цен на продукты и многого другого. Что у нас произошло в экономике за прошедший год? Рост ВВП составляет 1%, но если взять за трехлетку последнюю, такой счет тоже является вполне корректным, то общий рост 9,7%. В это же время рост в еврозоне был 3,1%. Что касается 1% роста в этом году, темпов роста экономики. Это осознанные действия со стороны правительства, но и Центрального банка, и всего руководства страны, связанные с таргетированием инфляции. И нужно отметить, что в целом эту задачу удается решать, потому что была поставлена цель снизить инфляцию хотя бы до 6%, но, судя по всему, к концу года она будет меньше 6%, 5,7%, 5,8%. Но снижение темпов экономического роста – это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей. В минувшее воскресенье состоялось одно из самых ожидаемых событий уходящего года – прямая линия Рамзана Хаджикадырова. Лидер субъекта отвечал не только на вопросы журналистов, но и жителей Чеченской Республики, а также земляков, проживающих за рубежом. Затрагивались самые разные темы – от будущих выборов главы региона и атак дронов до поддержки семей участников СВО и любимой локации руководителя республики в Грозном. Подробнее об этом в сюжете Висхана Закриева. Мое настроение. Боевое настроение, да. Кичвуя, любой вопрос. Да, сохранить, что была мобиль, да.
Рамзан Ахматович, стоит ли нам, журналистам, сегодня вас бояться? Зачем бояться, если меня любить надо? Мы-то вас любим. Вдруг какой-то вопрос не так зададим. Вдруг кто-то даст такой вопрос, я поощрю его. Ежегодная прямая линия Рамзана Хаджи Кадырова. Главное событие года. Задать вопросы на актуальные темы собрались журналисты региональных и федеральных СМИ. Традиционно в начале встречи подвели итоги проделанной работы за 2025 год. Действительно, год улучшен, он военный проблем, что год чем доллар. Наоборот, он плюс адошти дал, что год он бюджете учуешь, он В ходе встречи с докладом о социально-экономических достижениях республики выступил премьер-министр Магомед Даудов. Он отметил, что в текущем году регион показал устойчивый рост по основным показателям социально-экономического развития. Рамзан Ахматович, уходящий год объявлен вами годом города Грозного и района имени Владимира Владимировича Путина, в рамках которого в Грозном проведены масштабные работы по строительству жилых домов, транспортной и коммунальной инфраструктуры, благоустройству территории. Отдельно хочу отметить деятельность регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. В течение года фондом оказывалась всесторонняя помощь по всем направлениям экономики и социальной сферы. Фондом оказывается помощь и в проведении специальной военной операции. Всего закуплено оборудование, автотранспорт, военное обмундирование на общую сумму более 42 миллиардов рублей. О проделанной работе в духовно-нравственной сфере доложил советник главы региона, муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев. В 2025 году открыты 38 мечетей, строится еще 97 мечетей. Всего же в республике 1547 мечетей. Построено 14 медресе, строится еще 9. Всего же в республике 456 медресе и центров изучения Корана. Везгалоштал обуса дойль, а дейл дуахюк штолка, дейл дуадаштолна, остал мискишне холштолдог, тадукна хajса и гайтар, нахи омрач дайтар, хор шарах башбол и дик белш шбицен вервоч, бакки белш бух, везгалоштал обуса дойль аймани ажи, тибошбол бала, сигаттан бугатош. Один из первых вопросов журналистов касался главного политического события предстоящего года. Отвечая на него, Рамзан Хаджи Кадыров отметил, что примет участие в выборах, если поступит такое предложение от президента страны и при поддержке жителей республики. Я пойду на выборы, если президент предложит, а народ поддержит. А так, если меня спросить, я уже сыт до горла этой властью и служением народу. Я думаю, что новые силы, новые люди были бы более интересны. Улучшение ситуации было бы, если были бы другие там. А так, мы на пути Ахмад Хаджи, где бы ни был, я являюсь соратником Ахмада Хаджи с первых дней. И до конца своей жизни я пойду на этом пути. Отвечая на вопрос корреспондента НТВ, глава региона высказался об участившихся атаках БПЛА. Он подчеркнул, что пострадавших в республике нет. У них маршрут такой бывает, панцирь не ловит, низко летят, через разные маршруты залетают. Когда они залетают, только когда их мы видим, через стрелковое оружие сбиваем. Залетают окольными путями, каждую ночь, каждый день объявляют опасность. Люди спят, а мы до утра ждем, откуда будет прилет. Наши ребята на страже охраняют покой населения. Мы будем делать все для того, чтобы они не залетали. Директор ЧГТРК Грозный Чингиз Ахмадов поднял тему блогеров, использующих флаги Ичкерии на Западе, поддерживающих атеизм. Глава республики подчеркнул, что подобного государства не существует, и отметил необходимость усиления разъяснительной работы с молодежью. Sen içeri ayarlayacağız. Tam ayarlayacağız. Velayat, Kavkaz, İgil, ayarlayacağız. Yoti sen içeri. Burada sen sahbal ağır. 15 kıllı ağır. Sen tatlık besini ağır. Sen dağlatsi ağır. Da odini ağır. Tantıyan odini ağır. Şey cizini ağır. Sen tam ağır. Şeytne şu da. Şimdi çağır zulüm dolu. Çağır biber. İhade. Hok kalbinden zatis. Çetes hok. İhade. Hok. Vajdi bu. İspordu. Dağıt. Studiyaş bu. Ağır sosyal.
شاشة بيش حسن جودك بالبوت وش بيزاش شويش ودن داريس هون ملا إيشكي بوشل دوشة كوكل خوبا حلق هلا أشلويش دوش في ملا نحبرولي كات بيش خوبا حلق هلا سار خودنا بيرشن هذا شو أربوش ملش تقيسني ملش أربولي شو ملش بتساوي بني بسايو جلايوس بوصل تقويتني إذا نش كان نحبوش دراسنا هنا بوديش بشوفين مسخادو ملا مسخادو زار بريزيدنت سو دائما تعبول كان سوقيعة دو زابيش وين هيشو إيش إزبانيكش بويش تريش بويش وي أو تلاش أو واتر على سهم تندلهم يلاش أو بوخكي رابيش دق كيدا دوش دوش كيبا دوزيت ديز حال. В очередной раз был опровергнут слух об отправке военнослужащих срочной службы в зону проведения специальной военной операции. Военный комиссар Чеченской Республики Руслан Умахаджиев заверил, что ни один срочник в СВО не участвует. С начала военной операции на Украине верховный главнокомандующий страны Владимир Владимирович Путин 3 раза делал заявление по этому поводу, что призывники срочной службы на СВО отправляться не будут. На сегодняшний день у нас 1500 человек, уроженцы Чеченской Республики, выполняют свой воинский долг, проходят службу в вооруженных силах Российской Федерации, и ни одного из них нет в зоне СВО. Затем прозвучали вопросы от жителей региона. Большая часть была связана с темой СВО, поддержкой семей ее участников, вопросами жилищно-коммунального хозяйства и личными просьбами граждан. Ни одно обращение не осталось без внимания. Ряд обращений жителей решались в ходе эфира. Так, жилищный вопрос семьи Умаровых решен незамедлительно. По поручению главы региона мэр Грозного Хасмагомед Кадыров вручил ключи от новой квартиры Яхите Умаровой. سراز هم يشون وسن ما تروح شيء ما يبلغ شغلة دالو وفونديرز ويدلت تناكورتير أكورتير هاوس مش دال بركة تقول أشوز قانون بخودا شو مصامة أي معنى عجيب دال صار وبتير شمية مصامة مصير أكبر دال بركة تقول وسمش. Также была выполнена просьба жительницы станицы Старогладовской Таиты Абдулаевой. Она обратилась с просьбой о предоставлении крупного рогатого скота. Сразу после обращения ей доставили быка и корову. Оперативно решена и просьба жительницы Грозного Сакинат Дадаевой, которая попросила швейную машину «Оверлок». При поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова ей приобрели необходимую технику. Рамзан Ахматович прямой эфир, прямой эфир обращение сайн харжак «Оверлок» езар эл сайн саят вцакач иец сайн кайда сайн сомдака хумда сайн уешерк сонежох تأخر سوق اشتسنا تدوش سيخ صون ياي ار دا سايو آلو أردر ومحكدينا رمزان أحماتовична اشتوى محكنانا أيمانينا. В ходе встречи Рамзан Хаджи Кадыров также прокомментировал обращения, связанные с перебоями в электроснабжении. Он сообщил, что вопрос находится на личном контроле советника главы региона, первого заместителя председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адама Делимханова, и необходимые меры будут приняты в ближайшее время. Belachmina dan, dokudan, tanserskritsen, sets, apnövettina dasdan, damolahins, sohajskroadmi dan, sotriadan, nimani ilvel, dogvela jokvajdas, в первую очередь, она иштил меткшдона, ешл объективен, светошуздедон, три хажиня, основное внимание, хинцвай, и дистанции вешдон, при дополнительно видеошудоц.
Также лидер субъекта опроверг слухи о монополизации частных бизнесов в Чеченской Республике. Кадыров заявил, что в регионе не наблюдается монополизация. Он опровергнул слухи о том, что закрытие некоторых частных предприятий связано с попытками контроля над рынком. Бизнес на самом деле аптек выезде адочена цан-угля и аптекер даздон условия حاجة проверяет соответствие закон даурит шуд код мошо чуаши им мишитан ел код миш догдова дагестане ва хайен ел код миш динерсон хайен вайн ва им митахайоч цаб шихди шо килограммш яннеш им митахи полтора килограмм весовиол цедайтан ва халлердан и вариант тутяйны мачо бизнес клай содявалали побрижес деш бизнес вот ми вакари хайш вакари Бельская направление заниматься дешево, а те условия, что мелкого бизнеса, конкуренция, Прямой эфир главы республики длился 2 часа. Озвучили 49 вопросов, всего поступило более 10 тысяч обращений. Рассмотрением всех поступивших вопросов, согласно поручению главы Чеченской Республики, будет заниматься специальная комиссия администрации главы и правительства Чеченской Республики. Висхан Закриев, Муса Халидов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В селении Махкиты прошло торжественное открытие новой мечети. Она рассчитана на 2000 верующих и носит имя мюрида шейха Иласханида, будет возвышена его святость Юсупа Хаджи. В торжественной церемонии приняли участие председатель Совета алимов Республики СКФО Ходжа Ахмед Хаджи Кадыров, помощник руководителя субъекта, секретарь Совета безопасности Адам Кадыров, советник главы региона, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов, богословы и другие официальные лица. Подробнее в сюжете Висхана Закриева. Этого дня жители селения Махкиты ждали с большим нетерпением. Единственная мечеть уже не вмещала всех желающих совершить коллективную молитву. Новая же святыня решит эту проблему на годы вперед. На цокольном этаже разместилась медресе на 120 человек. Уже скоро здесь приступят к изучению основ мусульманской религии и правилам чтения Корана. На территории предусмотрена удобная автомобильная стоянка на 35 парковочных мест. Новую мечеть назвали в честь Юсупа Хаджи, мюрида шейха Иласхани, да будет возвышена его святость. ووشقته ديل هسم يهو قطع جوهر دعدو يلشة يوسف حجيز أرخدار غير يتايو ومقتحة ديل جرجس تكل يوسف حاجة ويوسف حجيز أرخ دعدو يلشة هرا إسبحة ديل صدو ديل هسم يو دال دي كان سبيقا بويل آلو وردو ومحك دينا ومحك نانا دال إشي عالش دريتير تير ديوزوش عالش بريتير دال تيرخ بيشغل بوجقية تمسا نخشي خلق بصر أمة دار عالش دار أبو ساق دويل هر مجدك هر ديل هسم. На открытие прибыли председатель Совета алимов Республик СКФО Хож Ахмед Хаджи Кадыров, помощник руководителя субъекта, секретарь Совета безопасности Адам Кадыров, советник главы региона, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов, официальные лица и богословы. Торжественная церемония начинается с чтением суры из священного Корана. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. С приветственным словом перед собравшимися выступил Хож Ахмед Хаджи Кадыров. Он отметил, что благодаря главе региона в республике строятся новые святыни, медресе и школы хафизов. ومخ تحتانا يوسف حاجي زرخ أرماج جولالج ودقهم دواري بيركت درجي أحمد عجين يقيح رمزان عاش بزن صباح مش بلغت أحمد صرح يرشنوش فوندسة دأتو هلا الحمد لله إأتو ويقي قلب باقي له. В свою очередь, глава администрации Веденского муниципалитета Турпал Али Абдулазизов выразил благодарность в адрес главы региона за всестороннюю поддержку району и поздравил жителей села с открытием мечети.
يول قيل بوصل الدين عام شو اسم شو ديرس هو مهدين دال شيء واحد الفاميليا واشترك. Адам Шахидов рассказал, что Юсуп Хаджи был глубоко верующим мусульманином, верным мюридом шейха Иласхани, да будет возвышена его святость, чем и прославил свое родовое село Махкиты. Он отметил, что благодаря Рамзану Хаджи Кадырову в республике строятся святыни в честь посланников Аллаха, мир им и благословение, и великих авлия. دا ديكتين شيء أستاذ بحندرش كاميروش مريد إخلار ويحلني إنتم كاليسكي شتوسكي رأي أنا تيجع باش بسم ناخن شيخ أو دقفيد بلا ور بقت يرس حاج باوشة مدر ديشي هروش شيء أرخا غريق خلوهرة الله دا ديكنس بيقم بويل وليرمي باشا قرآن غضق شوالشو رمضان حجينا دير جرجش نيخ أرخا مجدقش حجرش أورمش بوغشة ويغمريت أرخ ديلي الصلوات سلام ما شاء الخير سال سيت أرخ مجدقش دوغشة После официальной части гости совершили пятничную молитву под руководством Хож Ахмета Хаджи Кадырова. В завершении собравшиеся прочитали мавлид, восхваляя Всевышнего и его пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Висхан Закриев, Имам Юсупов, «Неделя». В Министерстве здравоохранения Чеченской Республики подвели итоги уходящего года. В заседании коллегии ведомства принял участие глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. В своем докладе министр Адам Алханов представил основные результаты работы отрасли. Также здесь прошла церемония награждения, в ходе которой лидер субъекта отметил высокими наградами особо отличившихся представителей сферы здравоохранения. Сюжет Халимат Шахидовой. Новенькие автомобили скорой медицинской помощи. В ближайшее время часть из них отправится в зону проведения специальной военной операции для оказания помощи военнослужащим. Подробную информацию о них главе региона Рамзану Хаджи Кадырову представил министр здравоохранения региона Адам Алханов. За прошедший год в регионе завершено строительство 5 новых объектов здравоохранения, а в медицинские учреждения поставлено около 2000 единиц современного оборудования. В перинатальном центре обновлено отделение реанимации новорожденных, а младенческая смертность в регионе снизилась больше, чем на 18%. Об этих и других достижениях отрасли сообщил руководитель ведомства Адам Алханов. Рамзан Ахматович, благодаря вам система здравоохранения республики шагнула далеко вперед, особенно в лечении онкологических заболеваний. В республике ежедневно для лечения и диагностики этого недуга приезжают пациенты из многих субъектов России. По вашему поручению в этом году проведен капитальный ремонт хирургических и паллиативных отделений, запущено новое отделение реконструктивно-восстановительной хирургии. В процессе завершения создания отделения сопроводительной терапии закуплено необходимое оборудование. В планах на следующий год перепрофилирование онкологической диспансерии в клинический центр онкологии и радиологии с расширением возможности оказания медицинской помощи. Глава региона поблагодарил коллектив Минздрава за проделанную работу. Он призвал продолжать развитие отрасли и повышать качество медицинских услуг, уделяя особое внимание бережному и внимательному отношению к пациентам. хыз дош ажил, сонгчу 50% уголевого, люро трубы дош ажи, то уже автоматически настроение, лечение, галлёцен, то есть я даже мы загад шайш люрш, шайш бобо больничка, санторешка, нахт эвич метал, гулка, хыз дош олш, хаш атбогон мази больницы вично, то юштолом дош, аделегет ходит, есть то хидам дас хайд, хастайд, ой республика, угличо могшочек, собо, бют масала до шейдна шваходжен, телеграм шад, хочешь хрисне, печень хрисне, диализ, давай, воловал, швей доксет, сейд, диализ искусен интеллектуй, das so, замзан, рано вас дин, вен nicht so war. Dus schon mal gehört, so die Uhr, das mag schon, das Schütze, wo es eine da mal da, da wo man sieht, da muss so schon da. В
ходе мероприятия состоялась церемония награждения. Указом президента России почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено врачу-акушеру родильного отделения 4-й клинической больницы Грозного Раисе Гадаевой. Почетной грамотой президента России награждена главный врач Республиканской клинической больницы имени Ахмата Хаджи Кадырова Малика Межидова. Я вообще не ожидала, что меня так наградят такой высоким званием заслуженного врача Российской Федерации. Я очень благодарна. Хочу поблагодарить, выразить свою благодарность главе Республики, Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, который уделяет особое внимание в области здравоохранения. Высшим званием региона Герой Чеченской Республики Кунах награжден Адам Алханов. Орден Кадырова вручили заместителю директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Уамале Садулаеву, заместителю руководителя секретариата главы республики Бисмураду Алиеву и заведующему отделением анестезиологии и реанимации клинической больницы номер 4 города Грозного Аюбу Шавхалову. Медалью памяти Ахмата Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, награждены заместитель руководителя секретариата главы региона Умар Байсаев и директор республиканского онкологического диспансера Тамирлан Тазабаев. Государственные награды также получили отличившиеся сотрудники сферы здравоохранения. Награждаются медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Гихаев Алхаст Шамилевич, Халадов Ислам Мусаевич. Также главе региона вручили памятный подарок. После официальной части продолжилось заседание коллегии. Участники обсудили планы работы отрасли на следующий год. Халимат Шахидова, Асхаб Керимов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Глава региона посетил конноспортивный комплекс имени Саид Хусейна Закаева в Грозном. Его сопровождал вице-премьер, министр сельского хозяйства Чеченской Республики Висхан Мацуев. Рамзан Хаджи Кадыров ознакомился с условиями содержания лошадей конноспортивного комплекса «Ахмат». В настоящее время в комплексе содержится 110 лошадей, около 50 из которых скаковые. Также главе региона показали пополнение клуба. В этом году к поголовью КСК «Ахмат» присоединились 8 молодых лошадей, которые проходят начальный этап подготовки под руководством специалистов. В перспективе они примут участие в престижных скачках. Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчу» отметил 35-летний юбилей масштабным концертом. В праздничном мероприятии принял участие глава региона вместе с семьей и соратниками. В ходе вечера зрителям представили как уже полюбившиеся номера, так и новые постановки. حال بالشهر دونا خیل رو کودی تلش مستر شی خال دلر تا کاشش بین بال بیشتر تللا و دو حال پرچ آمد هجده لازم قبول دلسون از کلتوری و چانی هقارن بعنش کردونا نگرد شله بعنش کرد شو با خصم شله تولش ماشین شله تانا اشته دونا شو خام بی لیر و لیر می مخلص دونا اشته و ریگنان ابشسن فوندیره هر ده شو نخچو انساملیره پستوتی سیچی آخر دایتن دال شیدو دویلا ملی لوشلگ دال دیکنز بیکم бойл. В ходе мероприятия состоялась церемония награждения. Медалью памяти Ахмата Хаджи Кадырова награждена художественный руководитель, директор ансамбля «Нохчо» Аминат Ахмадова. Ряду участников ансамбля присвоены почетные звания «Народный артист» и «Заслуженный артист Чеченской Республики». Также награждены благодарственными письмами главы региона наиболее отличившиеся представители коллектива. От регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова все участники ансамбля получили денежные премии. Кроме того, фонд подарил 4 артистам квартиры. Еще 3 человека получили автомобили. لارمي بتشح ديل ريس خلحون أحمل ديشتك دال ساخ دويلحا دال ديكنز بيقم بويلحون هقمصو سيوق ديكش كولكتيف يرحون دقر بركل بوقس ديل ريس خلحون لارمي بتشح مسان ديل ريس
В Грозном подвели итоги года культурной столицы 2025. В расширенном заседании приняли участие заместитель министра культуры России Владимир Осинцев, министр культуры региона Иса Ибрагимов, исполняющий обязанности директора фонда «Культурная столица» Любовь Врублевская, а также члены оргкомитета. Обсудили прошедшие мероприятия в столице Чеченской Республики. Город очень активно развивается. Это дает огромный импульс и дальнейшему экономическому развитию. И самое главное, я уже говорил о том, что соблюдаются и исторические ценности, и преемственность поколений. И самое главное, сохраняются те культурные ценности, которые остаются еще в городе. Поэтому здесь восторг вызывает абсолютно все. После прошла торжественная церемония закрытия года культурной столицы 2025. В своем выступлении мэр Грозного Хасмагомед Кадыров подчеркнул, что было проведено более 1000 мероприятий, как культурных, так и религиозных и спортивных. Заметные преобразования произошли и во внешней облике столицы. Были благоустроены общественное пространство, реализованы амбициозные архитектурные проекты, модернизирована дорожная и городская инфраструктура. Была открыта современная культурные и спортивные центры. Затем прошла церемония награждения. Владимиру Осинцеву и Любови Врублевской вручили благодарственные письма главы республики. В свою очередь, Министерством культуры России был отмечен и мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. В Духовном управлении мусульман республики прошел 3-й республиканский конкурс среди чтецов священного Корана памяти Абу Салаха Абу Бакарова, чеченского хафиза, чья жизнь трагически оборвалась 3 года назад. Участники прошли строгий отбор и показали жюри итог тщательной подготовки. Как звучит откровение Всевышнего в устах знатоков священного писания, увидела Лиана Хаджиева. В финале 3-го республиканского конкурса чтецов священного Корана памяти Абу Салаха Абу Бакарова приняли участие 20 конкурсантов. Все они успешно прошли предварительный отбор на муниципальном уровне. Абу Салах Абу Бакарова шейлар хафиш школы адешн вал школа мутайлим. Цун царах юар цун лейрна юар так Абу Салаха ша джимолша Куран амин маваллаха так шта قالها نستعلى سنة ونقل دعوة الله إك أنتج أو قرآن دكوش تنخوش أو وند بامي توش كانتور إذا أحمل الله شمتير قرآن دعيشي ملاش متر آيت تعديشي آيت ملاش متعدو ملاش مغند عدو ملاش آوند عدو شادق هون وعد يسرسوش تو. Абу Салах Абу Бакаров учился в школе хафизов имени Дурдышейха в городе Шали. Изучение священного Корана он начал в 9-летнем возрасте. В учебе отличался усердием, высокими способностями и хорошей памятью. Большую роль в его воспитании сыграл отец, который прививал детям религиозные и нравственные ценности. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد يا حل دو شو دو ساددين تأخذ سرنيتي قال ما منعك قال ربنا ظلمنا يا بني آدم خذوا زينتكم قال ادخلوا ونادى قال قد جئناهم تذكروا Что 57? Выступление участников оценивало авторитетное жюри, которое учитывало целый комплекс критериев. Судьи обращали внимание не только на безупречные знания текста священного Корана наизусть, но и на точное соблюдение правил таджвида. Это не только соревнования, а итог усердного обучения, бессонных ночей и больших усилий на пути довольства к Всевышнему. Участники оспорят звание лучшего хафиза и главный приз – путевку на умру. По итогам конкурса первое место занял Магомед Тутаев из школы хафизов имени Зелимхана Кадырова. Второе место присудили Билалу Магомадову из той же школы. Третье место занял Мухаммад Масхудов из школы хафизов имени Харуна Алаудинова. Такие мероприятия создают возможность учиться, развиваться и вдохновляться примером других, отмечают организаторы. Лиана Хаджиева, Адам Арсанукаев, Ибрагим Батаев. Неделя. В
Чеченскую республику прибыл всемирно известный исламский ученый, специалист в области наук Корана и методики преподавания шейх Яхья Аль-Гавсани. В столичном аэропорту его встретили представители Духовного управления мусульман. Шейх проведет в Грозном цикл занятий, направленных на углубленное изучение хадисов. Его визит состоялся по приглашению советника главы региона муфтия Салаха Хаджи Межиева. В Грозном почтили память погибших сотрудников СМИ. Мероприятие приурочили ко Дню памяти журналистов, отдавших жизни при исполнении профессиональных обязанностей. Собрание было организовано Министерством Чеченской Республики по национальной политике и внешним связям, печати и информации. Сюжет Лианы Хаджиевой. Профессия журналиста всегда связана с риском. Стремясь донести правду, они нередко оказываются на передовой событий. О важности этой миссии и ответственности, которые несут представители СМИ, в своем выступлении отметил первый заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Сайдселим Абдулмуслимов. Журналист был, что дома и помню то олхо, я тележурналист была, я газет журналист была, журналист халушвац. В зале собрались руководители и сотрудники региональных СМИ, а также родственники журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Брат одного из них, Завала Тыпсюркаев, выразил благодарность всем неравнодушным к их родным. Он рассказал о преданности профессии и жизненном пути журналиста Адама Тыпсюркаева. حتشل وي художественный фильм хули, документальный фильм хули, вой художество хилл, чёлхи зам даглоч яхнел фильм шукат, тем хатшел материал несло и вой оман вой нахан яхнона пайда хилит и не далахной асинет надел хилл. Адам Тыпсюркаев начал свой профессиональный путь в 1998 году. Он был не только талантливым журналистом, но и человеком разносторонним. Занимался спортом, работал тренером по кикбоксингу и тхэквондо, воспитывая новое поколение спортсменов. Адам нахелчена эди шадарцина бьючт он был шатиги тамиол олхуэ в режиме реального времени онлайн олхуэ ишти съемки ешвари астамиол чаквалло. Материалы Адама получили широкое признание далеко за пределами России. В штате Юта в США установлена памятная доска с его именем, как одного из лучших журналистов, который передавал информацию в режиме онлайн. В завершении мероприятия в сквере журналистов состоялась церемония возложения цветов к обелиску, установленному в память о погибших представителях профессии. Они сражались за правду и погибли героями. Журналисты, чьи имена навечно высечены в истории Отечества. Их подвиг неоценим, ведь благодаря их труду люди знают истину такой, какая она есть. Лиана Хаджиева, Имам Юсупов, Артур Хациев. Неделя. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел масштабную благотворительную акцию. Помощь в виде продуктовых наборов была оказана нуждающимся и малоимущим семьям. Им передали почти 170 тысяч кур. Акция охватила все районы республики. Слова благодарности звучали как в адрес главы региона, так и президента фонда Аймани Кадыровой. دال ساغيلش يحقش لغو دال ساغدويل رمزانينا ويمحكنان أيمانينا الله دال ساغيل دال قبل ساغيل وزندي قديقة قدوشتا تكون قنادق قل دال قبل ساغيل دال ساغدويل أيماني رمزاني الشيخ داحت قبل ساغدويل. Потомок шейха Эласхани, да будет возвышена его святость, студент Грозненского государственного нефтяного технического университета Хамзат Ибрахим создал уникальный проект для тех, кто не может приехать в родные края. Платформа «Возвращение на родину» призвана стать инструментом помощи, консультаций и моральной поддержки для таких семей. Такая идея у автора возникла не случайно. Подробнее в сюжете Дианы Хармуш. Долгий путь изгнания и борьба за право жить на родной земле. В течение 150 лет потомки Кунта Хаджи Кишиева не могли вернуться на родину. Благодаря поддержке главы региона Рамзана Хаджи Кадырова в 2013 году они смогли приехать в Чеченскую республику и обрести здесь новый дом.
Хамзат Ибрагим – один из потомков шейха Элисхани, да будет возвышена его святость. Он студент ГГНТУ. Меньше чем за месяц Хамзат и его команда разработали проект для платформы возвращения на родину. Он направлен на поддержку граждан, испытывающих сложности с репатриацией. Сама идея платформы у нас появилась, чтобы помочь русским и национальностям, которые находятся за пределами и желают вернуться на родину. Мы намерены помогать им от информации, что им необходимо будет, если они планируют сюда приезжать. Проект «Хамзат» защитил в конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу среди иностранных студентов ГГНТУ. Он рассказал историю своей семьи, путь который начинается с его предка, шейха Элисхани, да будет возвышена его святость, и проходит через непростые события, связанные с возвращением на родную землю. В состязании Хамзат занял первое место. Сейчас его команда активно работает над продвижением столь важной для многих людей идеи. Разработка и реализация платформы начнется в начале следующего года. Проект рассчитан не только для вынужденных переселенцев Чеченской Республики или Северного Кавказа, но и также всей России. Что из себя представляет данный проект? Будут оставляться заявки с их историей, где они будут находить отклик создателей, участников этого проекта, где они смогут оставлять заявку со своей историей и со своими основными проблемами, с которыми они боятся столкнуться. Семья Хамзата долгие годы была вынуждена жить на чужбине. Все началось в 1864 году, когда царская власть решила отправить его предков в ссылку в Турцию. Позже оттуда они перебрались в Ирак. Дедушка Хамзата, Ибрагим, скончался, так и не вернувшись на родину. Он завещал детям вернуться в отчий край любой ценой. Мы постоянно видели, как Ибрагим вместе со своей старшей сестрой вспоминали о родине, о своей матери Эсет, и плакали каждый раз, думая об этом. Ибрагим рассказывал нам про устаза Кунта Хаджи Кишиева. Он был его дедушкой. Дочь Кунта Хаджи звали Эсет, а ее сына Ибрагим. Когда Ибрагим говорил о своем дедушке, было видно, насколько сильно он уважает и любит его. Он постоянно рассказывал нам о том, что мы являемся потомками великого устаза Кунта Хаджи Кишиева, и это было напоминанием для нас. И всегда давало нам силы и надежду, чтобы не забыть про мечту отца и исполнить ее. Семья Хамзата никогда не теряла надежду на возвращение. Благодаря усилиям главы региона Рамзана Хаджи Кадырова, 12 семей из потомков шейха Элисхани, да будет возвышена его святость, смогли приехать в республику. Узнав о том, что потомки Кунта Хаджи Кишиева проживают на территории Ирака и что они хотят вернуться на родину, глава региона Рамзан Ахматович поручил принять все меры, чтобы облегчить нам возвращение на родину. Наш глава республики Рамзан Ахматович предоставил нам все необходимое, чтобы адаптироваться и не столкнуться ни с какими проблемами и нуждами. Последователи Кунта Хаджи Кишиева и жители республики тепло приняли нас. Они узнали о нашей семье, о том, как мы жили на чужбине и об истории нашего возвращения. Мы видим, как люди рады тому, что мы смогли вернуться домой. Хамзат надеется, что благодаря поддержке таких инициатив, как проект возвращения на родину, сотни семей смогут вернуться на земли отцов и стать полезными своему народу. Диана Хармуш, Сайдыми Ибрагимов, Мансур Исмаилов, Неделя. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами, и хороших вам новостей.